Это рэп-кинообзор. Третий лишний для меня это не просто кино, ведь с него я когда-то и начал дело свое. Почти 3 года назад обзор на первую часть запустил весь механизм, и я начал качать. И вот прошло 3 года, и что мы видим с вами? Вновь перед нами на экране этот плюшевый парень. Вторая часть, напомню, тоже 18+. Стартует в кинотеатре как ракета кнопкой пуск. Как и раньше, два друга вместе до сих пор. Их разлучить ничто не может, ни скандал, ни спор. Друг друга понимают и стоят горой за друга. Жертву я бывает даже своей лучшей подругой. Жизнь идет, и все вроде бы ровно и тихо. Джонни расстался с Лори после неразберихи. Маленький Тед нашел себе подругу по жизни. Живут вдвоем, и нет среди них лишних. Но однажды Тед заявляет Джонни: эй, дружище, прикинь, а у нас будет ребенок со своей пассией. Тед решили не спеша просто так взять, да и заделать малыша. Но мы-то с вами понимаем, это невозможно. И поэтому Тед просит у Джона слезно помочь ему для ребенка донора найти. И теперь все веселье ждет их впереди. Всех тех, кто хочет прикопаться к чему-то, лучше на фильм не идти, и все будет круто. Фильм для большой компании друзей, которые хотят поржать над историей всей. Это тот самый случай, когда 2 части получились поистине обе классно. Первый дал 10, и, конечно, эту тоже я не обижу и награжу баллом похожим. Фильм 18+, напоминаю вам, мелким в кино не идти, он вам не по зубам. Всем остальным приятно провести время. Это рэп-кинообзор, только в лучшее верю. Мы ждали возвращения великого кино. Мы ждали Терминатора, как никто другой. Мы ждали Арни, без которого картина не та. Мы ждали, и вот наконец дождались новую часть. После удара Skynet все стало иначе. Программа все же справилась с поставленной задачей. 3 миллиарда человек погибло на земле. Машины правят миром без помощи людей. Арни вернулся и сделал все в фильме как надо. Да, постарел, но с ролью справился шикарно. И лично для меня этот фильм без него, можно сказать, что совсем уже другое кино.